К сожалению, у нас в столице, как и по всей стране, много разрушенных, недостроенных объектов, которые годами стоят, портят внешний облик города, создают угрозу жизни населения, ухудшают как эстетическую, так и инвестиционную привлекательность в целом. Жители столицы часто обращаются к нам в редакцию с вопросом о дальнейшей судьбе тех или иных объектов. Ряд таких объектов мы решили посетить с нашей съемочной группой и встретили с теми людьми, которые так или иначе имеют отношение к этим строениям. Что из этого получилось, смотрите в нашем материале. 10 сентября на заседании правительства президент нашей страны Аслан Георгиевич Бжаня дал соответствующее поручение об обеспечении эффективного использования государственного имущества, сданного в аренду и приватизированных объектов. Мы, естественно, приступили к выполнению этой задачи. На данный момент мы составляем соответствующую информацию по всем этим объектам, как приватизированным, так и по арендным объектам. В этой информации будет четко указано нынешнее состояние дел на этих объектах, какие у них задолженности по платежам, если таковые имеются, и многие другие параметры, которые отражены в арендных договорах между нами и арендодателями. Фактически на данном этапе по поручению для нас особой разницы нет. Что приватизированные объекты, что арендованные объекты. Почему? Вроде бы приватизированные объекты как-то перешли в частную собственность, и у них более свобода действия, однако это не так. При приватизации они брали на себя определенные обязательства. Именно выполнение этих обязательств, именно эти условия по приватизации были тем основанием, которые послужили процессу приватизации. Именно тот или иной соискатель получил ту или иную собственность, потому что он представил нам свои предложения, определенные условия. Если эти условия не выполняются, мы вправе будем настаивать на том, чтобы эти условия выполнялись. У нас есть опыт, когда мы по приватизированному объекту подали в суд на собственника за то, что он не выполнил своевременно свои взятые на себя обязательства, и мы выиграли этот суд. И сейчас речь уже идет о создании, о достижении мирового соглашения по этому объекту. Я думаю, что мы этот опыт будем применять и по другим объектам тоже. Весь вот этот гостиничный комплекс «Абхазия», он занимает весь квартал, весь вот этот квартал, огражденный улицами, значит, с этой стороны Айтгылара и Леона, и отсюда набережная Махаджиров и Лакоба. Площадь около 1,5 гектара, то есть площадь очень большая. Вот. А фирмы здесь две, то есть гостиница «Абхазия» является, значит, собственником гостиницы «Абхазия» является фирма «Континенталь», гостиница «Ориенталь», собственником является фирма СП «Мегаальянс». Расскажите судьбу вообще гостиницы «Абхазия». Это все-таки такая некая визитная карточка. Мы знаем предысторию о том, что после пожара, который произошел, гостиница пришла в негодность. Долгие годы она простаивала. Наконец-то в 2008 году, Да. если не ошибаюсь, появился человек, который все-таки рискнул взять на себя такую ответственность и все-таки восстановить. Но в 2008 году, как я понимаю, произошел кризис, и все-таки это все опять заморозилось. Как проходил этот весь процесс? В 2008 году эта гостиница была приватизирована по специальному решению парламента нашего и последующему указу президента. То есть, значит, были грандиозные планы, конечно, но, к сожалению, вы знаете, что в 2008 году грянул кризис мировой, и тогда, значит, руководство фирмы поняло, что не сможем быстро его восстановить,
И вот, как говорится, появилась идея обнести забором, установить строительные леса и баннерную сетку, чтобы была возможность как-то существовать. То, что вот, значит, мы установили, вот вы помните, был забор, и на нем были рекламные щиты с баннерами, это позволило нам платить налоги в бюджет. В частности, земельный налог у нас составляет 659 тысяч рублей в год. Это вот по гостинице Абхазия и 72 тысячи по гостинице Эренталь. В какую стоимость тогда обошелся этот объект человеку, который его приобретал, собственность? Вообще всю эту гостиницу? Ну, в бюджет единовременно поступило 60 миллионов рублей. И еще в качестве пени, потому что сразу не смогли выкупить, около 17 миллионов рублей. Сегодня все-таки ресторан уже на слуху, то, что здесь открылось, все воспоминания, наверное, с наших старших, можно сказать, связаны именно с этим рестораном, Да. все с ностальгией, все вспоминают. Какие планы все-таки у человека, который взялся за такое непростое дело, дальнейшее вот восстановление? Есть какие-нибудь вообще идеи, может быть, или все-таки это пока еще все заморожено? Есть, конечно, но на самом деле сейчас у нас объект находится на консервации, и консервация тоже это не просто так. У нас раз в 3 года происходит специальным раствором фасадную часть покрываем, вот со стороны двора особенно. То есть все равно следим за объектом, чтобы он не подвергался дальнейшему разрушению. А планы, конечно, есть. За это время к нам неоднократно прибывали инвесторы и из России, и из Турции, и из Казахстана. Вы знаете, это очень серьезные бизнесмены, но когда вот начинался разговор, очень всегда всех пугает то, что вот нет инфраструктуры. То есть у нас проблемы с электричеством, у нас проблемы с канализацией, у нас проблема с ливневыми, как Вот говорится. это вот непосредственно это связано очень, с этим зданием. да, это непосредственно связано с этим зданием. У нас очень серьезные были люди, и когда они понимают, что помимо затрат, которые нужно вложить в строительство объекта и в дальнейшую эксплуатацию, то есть необходимо еще очень немаленькие, ну, мягко говоря, средства вложить тем, чтобы подключиться просто к городским коммуникациям. Вот. И еще такой момент немаловажный. Наш генеральный директор Беглав Владимир Михайлович неоднократно обращался во многие очень банки. Это были и банки за рубежом, но, к сожалению, под такой дорогостоящий объект никто кредиты не выдает, так как у нас мировым сообществом, к сожалению, наша страна не признана, как вы знаете, и рисковать такими огромными суммами банки просто не решаются. А если вот забегая вперед, можно ли говорить о каких-то сроках, может быть, вот именно когда все-таки к чему-то приступят, когда, вот, чтобы можно было сказать, ну вот, наконец-то. Ну, вы всё-таки знаете, объект. как бы я могу сказать, что первой ласточкой как раз вот открытие такого кафе. Можно считать, что, как говорится, какие-то шаги, можно сказать, что уже сделаны. Сохранение циферблата живого А вот, всё-таки, вот, насколько пожалуйста, это было важно. вот, конечно, вот по старым фотографиям было воссоздана вот эта клумба, немало тоже средств на нее потрачено. Отдельно всё Да, это было да, отдельно все спроектировано. Вот, им лично на свои средства были закуплены эти часы и присланы нам. Совсем недавно мы сдали в аренду. Вот вы видели, там кафе «Баракят» тоже открылось, очень уютненько. Тоже вот сами хозяева, которые взяли в аренду, очень постарались. Конечно, для нас это значимый объект, это визитная карточка нашей республики была. Я надеюсь, что таким будет. Он уже доказал нам, что такие объекты ему под силу восстанавливать. И вот, как вы говорите, в Гагре они один объект восстановили весьма успешно. Мы надеемся, хотя там есть определенные у нас проблемы со сроками сдачи в эксплуатацию, но первый этаж
насколько я знаю, значит, привели в порядок. Я все-таки надеюсь, что этот объект они введут. Вот назвать вам дату я не могу, я с ним встречусь обязательно, будучи в Москве, и мы с ним переговорим, естественно. Я думаю, что и руководство нашей страны имеют определенные контакты с инвестором. Я думаю, что он восстановит. Я все-таки надеюсь на это. Если у него не будет таких планов дальнейших по восстановлению, при моем глубоком к этому инвестору уважению, мы будем решать вопрос уже по-другому. Другого выхода у нас нет. Хотя я уверен, что мы до этого не должны дойти. Я думаю, что он восстановит. Сам ресторан «Амра» появился в 60-х годах. Примерно в 70-х, 80-х годах после проведенного капитального ремонта Шотой Мамиевичем Шака ресторан слегка изменил свой внешний облик. Сегодня ресторан закрыт. Славный ресторан с огромной интересной историей может просто исчезнуть в прямом смысле этого слова. Согласно постановлению Кабинета министров в 2000 году, его нам передали на баланс. Но тогда это называлось ГО «Абхаз-Универсал-Торг», а уже 3 года назад, после реорганизации, оно стало РУПом «Абхаз-Универсал-Торг». Да, вот. Вообще, какая судьба вот сейчас Этот объект не функционирующий. В какое-то время еще в начале, в 2000 году, когда я пришла вообще работать в эту организацию, оно было в аренде. И договор аренды был на 15 лет. Арендатор пользовался верхней частью этого объекта. Там у него было летнее кафе. Он платил нам арендную плату в летний сезон. И объект функционировал так. В 2017 году здесь произошел настил, обвалился. Мы вызвали комиссию, составили акт о том, что он не может функционировать, что необходимо провести работы, и мы его закрыли, чтобы туда люди не попадали, чтобы не произошел несчастный случай. Состояние достаточно небезопасное, как я понимаю, вы сделали здесь забор. Да, И, чтобы люди туда не попадали, да. Но я скажу, какие планы. Появился инвестор, который хотел бы восстановить этот объект. Еще в 2017 году он нам написал письмо, попросил взять его в аренду или поставил условия для восстановления, так как сюда необходимы большие вложения, условия поставил, что этот объект надо приватизировать. Когда мы делали акт о состоянии объекта, там тоже написали нам, что мы должны вызвать специалистов, которые должны обследовать, в каком состоянии находится сам причал. На это на себя взял инвестор, потому что нужны были специалисты не из Абхазии, которые имеют специальную лицензию, водолазы, там специалисты. Они все это сделали, и они сказали, что в том состоянии, в каком находится этот объект, его восстанавливать невозможно, так как это все уже поржавело, и коррозия, там все это нужно делать новый причал. Потом мы обратились, само собой, в Министерство экономики, вышестоящую организацию, по поводу приватизации. Они не возражали. Но когда все приложили документы, стал вопрос, нужно его списать через Госкомимущество и потом дать людям, чтобы они построили новый причал и сделали новый объект, или приватизировать, а потом все это, брать, демонтировать и делать это. И все это на той стадии, пока я остановилась. Это объект государственная собственность, это находится на балансе РУПа «Абхаз-Универсал-Торг», еще раз я повторяю. Это госсобственность, которую должны восстанавливать, но это уже решат каким способом. Приватизацией или сперва списанием, а потом восстановлением, так как инвесторы есть и люди готовы это сделать. Может, у них какие-то будут новые инвесторы. Мы, в принципе, не возражаем. Как вы считаете, насколько для Абхазии важно сохранить, может быть, восстановить именно такой объект? Те инвесторы, которые, как говорится, готовы восстановить, они сделали несколько эскизов. У них была первая задача, что они должны знать, что они потом будут собственниками, не арендаторами у нас,
А собственниками, ну, мы не возражаем. О какой-то сумме определенной идет речь? Нет, сумму они нам не озвучивали. Объекты Это очень не дорогостоящий дешевые. проект. Да, это дорогостоящий проект. А сегодня, когда все еще поднялось в разы, это очень дорогой проект. Это все буквально надо сносить. Они начали вести, с госкомимуществами ходили, и в кабинет министра, все в отношении того, чтобы помогли списать. Потому что Речь о списании идет вот этого участочка или в смысле Я всего, думаю, все вот эти что- опалубки нижние, вот это вот все? я вот это ведь, вот это Всё полностью, не но получается, получается, нижнее всё. нужно вот именно основание, вот Менять это вот все это надо вот менять, всё. надо делать новый причал. А само вот это вот это само, сам ресторан конечно. тоже все вместе Ну, получается, конечно, это все уходит? надо будет уходить и по новой делать. Ну, просто Да, как его бы вот взять, вот воссоздание отремонтировать старого его не получается, да, воссоздание старого, да. старого. Его вот сейчас отремонтировать это нереально. Потому что, да, они вложат деньги, например, через 5 лет оно обрушится. Это сейчас ходят там 5 человек, 10 человек, а когда придет сюда 100 человек, как говорится, если будет сделано, это все, это, не дай бог, может что-то произойти, поэтому так вкладываться нету смысла. Им нужно сделать новый причал в первую очередь. Ресторан «Амра» принадлежит Абхаз Универсал Торгу. Это республиканская собственность. Я разговаривал с руководством Абхаз Универсал Торга. Мы нашли понимание в этом вопросе. Да, есть результаты экспертизы, они отрицательные, как вы сказали. Но вместе с тем есть потенциальный инвестор, который сейчас не находится на территории Абхазии. У меня есть план, как только он приедет сюда, я должен с ним встретиться, и мы должны четко определиться по дальнейшим планам. Если у нас потенциальный инвестор готов взять на себя обязательства по восстановлению этого объекта, я ничего плохого не вижу в этом. Я считаю, что этот объект, как и было раньше, в советское время, допустим, мог бы украсить столицу нашей страны. Тогда да, при том, что все необходимые технические моменты будут выдержаны, и этот проект пройдет соответствующую экспертизу, ну тогда я считаю, что можно с таким инвестором договариваться, и можно идти на приватизацию, естественно, в установленном законном порядке. Я так считаю, что да. От того, что мы снесем, и это будет пустое место, ну, наверное, мы не выиграем от этого. Если какая-то возможность есть ее восстановить, надо ее восстанавливать. В этом поручении приведены некоторые объекты, список объектов имеется в поручении президента. Они разные по своему масштабу, по своему месторасположению, по значимости, по предназначению тех или иных объектов. Они разные. В этом списке правительственный комплекс бывшего Совмина, вот, который на площади Победы. Естественно, это очень крупный объект, и здесь большие инвестиционные вложения нужны. Во-первых, надо определиться, что мы хотим, абхазское государство, что хочет иметь в этом комплексе. Правительство туда возвращают, или же нечто другое там будет размещено в случае появления того или иного инвестора, и как это все это будет выглядеть. По каждому объекту нужен индивидуальный, естественно, подход. Как я сказал выше, мы проводим соответствующую работу. Некоторые объекты, конечно, по масштабу, они не под силу местным предпринимателям, на мой взгляд. Хотя, может быть, у нас есть такие бизнесмены, которые обладают серьезными финансовыми возможностями, но мы не должны бояться иностранных инвестиций. Сейчас вокруг иностранных инвестиций я вижу в прессе очень много разговоров, и иногда я слышу такие высказывания, мол, зачем нам эти инвестиции, это долговые какие-то обязательства, лучше собственными силами обойтись по восстановлению тех или иных объектов. Не обязательно курортной сферы, а и промышленных предприятий тоже. Я с этим не согласен. Весь мир борется за инвестиции. Весь мир. Вот совершенно недавно классический пример. США и Франция. Это же
из-за инвестиций у них охлаждение между этими странами произошли. Правда же? Потому что те инвестиции, которые вкладывались в кораблестроение Франции, были переориентированы на Соединенные Штаты. Естественно, даже такая мощная держава, как Франция, которая самодостаточна в финансовом отношении, считает свои потери. И мы не можем отказаться от иностранных инвесторов. Это благо. Другой вопрос, на каких условиях эти инвесторы заходят в Абхазию, это уже наш вопрос. Эти условия должны в большей степени определяться нами. Мы должны определенные условия выдвигать тем иностранным инвесторам, которые имеют желание к нам прийти. Мы должны определить, в какие отрасли для нас важно иметь иностранных инвесторов, в каких отраслях эти инвесторы, не обязательно, мы сами можем справиться, да? Такой тоже вариант может быть. Поэтому мы хотим, чтобы инвестор имел у нас хорошие условия для своей деятельности, и с помощью их инвестиций мы подняли нашу отрасль. Это может быть курортная сфера, это может быть энергетика, это может быть промышленность, сельское хозяйство и тому подобное. Те санатории или дома отдыха, которые находятся в неприглядном виде и которые требуют определенных капитальных вложений, нашего бюджета нет таких возможностей сегодня, чтобы отвлечь средства на восстановление этих объектов. Я немножко знаю бюджетный процесс по старой своей работе, и я вас уверяю, что таких возможностей на сегодняшний день нет. Почему? Потому что у нас много социальных обязательств, у нас много бюджетных организаций, которые требуют иного внимания. Там медицина, вы знаете сейчас, какова ситуация связана с пандемией. Заработная плата у нас невысокая, так мягко скажем, в бюджетной сфере. У нас много проблем, где государство вынуждено, обязано направлять свои финансовые ресурсы. Поэтому при этом закладывать в бюджет восстановление, допустим, санатория Смитского, это я считаю, что это будет неправильно воспринято и не своевременно, и неправильно, неверно. Так нельзя делать. И я уверен, что законодатель этого тоже не допустит, общественность это не поймет. Таким образом, мы опять возвращаемся или кредитные ресурсы нашей банковской системы, где эти ресурсы тоже ограничены, или иностранный инвестор. Или же третий вариант, мы просто будем дальше смотреть на то, что все это будет медленно, но верно разрушаться. Но третий вариант нас тоже не устраивает. Поэтому мы говорим о том, что, дорогие друзья, нам надо создать зеленый свет иностранному инвестору. При нашем должном контроле, естественно, при нашей должной поддержке, при нашем внимании со стороны государства. Это должно быть. Что касается объекта, находящегося на набережной кафе «Эльбрус», собственник рассказал, что все предыдущие годы у данного объекта было порядка 10 соучредителей, или, проще говоря, хозяев. Было много внутренних вопросов, которые пришлось решать. На сегодняшний день объектом руководят 2 человека, и уже в следующем году они планируют приступить к реконструкции и восстановлению. Возможно, уже в следующем году кафе начнет функционировать. Я должен сказать, что такая же работа проводится по имеющейся у меня информации и в администрациях городов и районов, ибо, как вы знаете, вся государственная собственность делится на республиканскую собственность и муниципальную собственность. Если республиканская собственность находится в ведении правительства, непосредственно госское имущество, то муниципальная собственность находится в ведении местных органов самоуправления. Естественно, поручение президента распространяется и на них тоже, и я думаю, что они тоже будут готовить свою часть информации по данному вопросу. Мы после 10 сентября проводим индивидуальную работу с нашими арендаторами, мы приглашаем их там, где мы чувствуем определенную проблему, там, где арендные договора не выполняются в полной мере, и проводим с ними определенную беседу, доводим до их сведения уже более подробно требования поручения президента. И я должен отметить, что
практически во всех случаях я нахожу понимание с их стороны. Еще один крупный объект. Находится он не в центральной части города, по улице Кабардинская. Старое название туристического объекта Геловани. Новое Амткел. Объект находится в аренде. Лично встретиться с арендодателем не удалось. Но по телефону он сообщил о том, что вопрос восстановления объекта уже решается. Это объект достаточно серьезный объект. Он в советское время весьма успешно выполнял свои функции. И сегодня он у нас в аренде. Вместе с тем я должен отметить, что там выполняется частично условия арендного договора. Восстановить корпуса не удалось арендаторам, но восстановили они зал. Как вы знаете, зал этот функционирует, и там разные обрядовые услуги оказываются. Это у нас присутствует. У меня была встреча с арендаторами. Я перед ними эти условия и задачи поставил. Довел их до их сведения требования поручения президента. Они, естественно, приняли к сведению, заверили меня в том, что они тоже ведут беседы, диалоги с потенциальными инвесторами и предоставят нам очередного инвестора, который мог бы помочь им в восстановлении этого объекта. Мы очень заинтересованы, чтобы этот объект восстановился. Я жду, что в ближайшее время у нас в этом направлении тоже будут подвижки. Четко обозначается именно один постулат. Первое. Коль объект находится в аренде, есть арендные обязательства перед государством, их нужно выполнять. Много времени уже ушло на то, чтобы эти обязательства должны были быть выполнены, но однако в силу разных причин не все объекты функционируют, не все объекты задействованы. Естественно, государство на это не может равнодушно смотреть. Мы должны сделать все, чтобы эти объекты приносили пользу нашему народному хозяйству. Это требование поручения президента, и мы над этим работаем. Удивительная вещь. О каком бы мы объекте ни говорили, везде есть владельцы, кругом что-то планируется. Но на деле ничего не меняется. Хотелось бы уже, чтобы эти планы были реализованы. Работы доведены до логического завершения, а опасные зоны перешли в статус безопасных. Как-никак, столица все-таки. С вами была Рената Шакая.